Assalamu alaikum. Dedikul şuma seri marş duayla, грал шук баркал альна суна шудах карач на усталду. Сегодня в Чеченской Республике со стороны руководства республики, со стороны научной интеллигенции, вообще со стороны общественности особенный интерес идет к чеченским героям. Мы говорили ранее, что Академией наук был выпущен двухтомник, вернее, это один том и две книги, в которых описываются герои, приблизительно около 270 героев. Герои, предводители, известные общественные деятели. И по общему охвату времени это личности, которые жили и действовали с XI века по 21 век. И хотя хотелось бы начать наше выступление с XI века, но поскольку имена личностей, которые фигурируют в XI веке, XII, XIII веке, это тема, которая требует отдельного рассмотрения, более тщательного исследования, мы решили, что сегодня мы начнем наш экскурс в героику чеченскую с XIV века. То есть мы будем сегодня говорить о чеченских героях и предводителях XIV-XV веков. То есть что это за время, чтобы вы поняли атмосферу общую. XIV век – это 1300-е годы. То есть территория Чеченской Республики, чеченцы тогда были расселены намного шире, чем сейчас, то есть не узко в границах Республики Чеченской. Они находились тогда, по крайней мере, плоскостная часть под татаро-монгольским владычеством. То есть уже 100 лет, более 150 лет даже события, которые мы будем рассматривать в XIV веке. Чечня, чеченцы, которые проживали тогда, находились под монголо-татарским владычеством, и некоторые представители чеченской элиты даже успели к тому времени интегрироваться, то есть приблизиться к самой верхушке Золотоордынского государства. То есть они были непосредственно в окружении ханов Золотой Орды. Мы об этом говорили и ранее. Сегодня мы постараемся, чтобы не повторяться, вскользь об этом сказать и далее акцентировать внимание на тех героях, о которых ранее мы не говорили. Вы знаете, что мы не рассказываем, не акцентируем внимание обычно на истории тейпов, но поскольку мы рассматриваем конкретных героев, а они имеют конкретную тейповую принадлежность, так получается, что косвенно мы говорим не только об истории общей чеченской, но и об истории конкретных чеченских обществ. И был проведен анонс о том, что сегодня будет сказано, вот, для того, кому интересно, сегодня будет упомянуто о таких личностях, как Дудар, Гундал, Элда, Ита. Мы вскользь скажем про Джоула, Эски, Камбулата, значит, про Хоура, Хаси, Сурака, Сарака, Байра, значит, про Калу, Ирдига, упомянем Непси, Мамача. Этих героев будет много. Я постараюсь делать краткий экскурс, чтобы вы наблюдали и видели, как эта картина вообще геополитическая, она изменялась на протяжении 2 веков, то есть 1300-х, 1400-х годов. Еще раз акцентирую внимание, мы будем рассматривать период, когда чеченцы уже находились под монголо-татарским владычеством в XIV веке, 1300-е. Мы перейдем к 15 веку, то есть 1400 годам, когда до 1452 года чеченцы, как часть улуса, то есть удела в составе Большой Орды, еще существовали. После того, как состоялись события, о которых мы скажем, дальше уже начинается период вне владычества монголо-татар. В первую очередь мы начнем с личности, вот сегодня вот наша тема была обозначена следующим образом, чеченские герои, предводители 14-15 веков. И мы начинаем наше выступление с первой оперативной карты, как мы их называем, карта номер 1. Значит, это период, описывающий XIV век, и главный акцент на этой карте идет на личностях Дудара и Гундала. Вы знаете, что Дудар, их часто путают, вот это вот имя. Есть очень выдающаяся, известная личность Дудар, выходец из Терлоевского общества, и есть такой же выходец с тем же именем Дудар из Акинского общества. Кто-то говорит Кейского, кто-то говорит Акинского, села имеется в виду, аула. И из-за этого очень много споров. Сегодня мы будем говорить о Дударе, который жил, основной деятельности его рассматриваем в начале XIV века, это Терлоевский Дудар, чтобы вы не путали его с Акинским Дударом. Итак, Дудар – выходец из Терлоевского общества. Чем эта личность примечательна? Прежде всего, это человек, который участвует в событиях начала XIV века. Я вам сказал о том, что это период монголо-татарского владычества в Чечне.
Этот человек по тем или иным причинам был вынужден уйти с территории Терлоевского общества. Эрлой, Аргунское ущелье, вы знаете, мы поднимаемся по Аргунскому ущелью, мы проходим более знакомое людям место Итумкали. Когда мы проезжаем Итумкали, чуть-чуть еще повыше по Аргунскому ущелью, и мы доходим до общества Эрлой. Там две основные, очень крупные ветки, родовые ветки, скажем так, потомки или люди, которые приписывают себя к Элди Талату, приписывает Буакуду, к этому патрониму, то есть к этой личности возводят свою родословную к Элди Талату или Берг-Бичи. Дудар является отцом той ветки, которая возводит свою родословную к личности Элди Талата. Этот человек по различным причинам был вынужден покинуть Терлоевское общество и перейти в Кейское общество. Кейцы и терлойцы, они соседствуют друг с другом. Это одно практически ущелье, в некоторой части смежное. Нижняя часть, вернее, этого ущелья, которое находится под контролем Терлоевского общества, называется Реши. Решичу, речка это называется. Более верхняя часть она называется Кей-Ах, то есть это уже территория Кейского общества. Здесь по причине кровной мести Дудар был вынужден покинуть это общество. Я подчеркиваю, это 1300-е годы, самое начало XIV века. Он покинул это общество и вышел на плоскость. Вообще, почему личность Дудара нам очень интересна? Потому что в преданиях о нем, помимо того, что мы скажем дальше, упоминаются не только степняки, которых он застает на плоскости, когда с гор спускается на равнину, вот у нас стрелка, смотрите, Терлоевское общество, Кейское общество, и дальше у нас идет плоскость. Это территория в районе современного пригородного района. И там он встречает не только монголо-татар, но и в записях Руслана Витая упоминается баджанах. Вот это выражение баджанах – это этнографический источник, это люди, которые были неграмотны, которые рассказывают это, то есть они рассказывают предания. Интересно тем, что находят прямую параллель с этнонимом печенеги, о которых слышали. Печенеги до монголо-татарского нашествия тоже определенную роль играли на плоскости. И после того, как он сталкивается с печенегами, то есть ему оказывают отпор местные кочевые племена, он вынужден снова покинуть горы и возвращается, вернее, покинуть плоскость Дудар и возвращается на территорию горного массива. Приходит он в область, сегодня современный Джейраховский район Республики Ингушетия, приходит в область, ущелье называется Схуора или Гулайхи, приходит в местность, где сегодня находится населенный пункт Мохала. Мохала из этого села выходцы Тайп-Махлой. На территории Ингушетии сегодня они проживают. Но что интересно, вот посмотрите, я привожу здесь карту. Это результаты ДНК-исследования. По результатам ДНК-исследования у нас получается, что вот этот вот перечень обществ, то есть это Терлоевское общество, это Махлоевское общество, это Баулоевское общество и опять Терлоевское общество, все эти общества, которые проживают на территории Чеченской республики и республики Ингушетия, они имеют общего предка на расстоянии 950 лет по текущим результатам ДНК-теста. То есть фактически в XI веке, тысячные годы эти люди имели общего предка и происходили от общего предка. Еще раз повторяюсь, это общество Баулой, Терлой, Махлой и Колой. И теперь, что самое интересное, посмотрите, вот здесь у нас стоит, 950 лет формирования, 550 лет, вот эта вот маленькая группа, внутри этой общей группы. Я объясню вам, зачем все это рассказывается. 550 лет тому назад у этой группы обществ тоже общий предок. То есть в середине 15 века, о котором мы сегодня еще скажем, далее, у этих людей живет общий предок. Посмотрите, какие это общества. Это общество Баулой, Терлой и Колой. 550 лет тому назад, то есть в 15 веке, у этих обществ общий предок. Колы сегодня проживают на территории Асинского ущелья, то есть это самая центральная часть горной Ингушетии. Вот здесь вот Колой Лам находится, Колоевская гора. И вот здесь, посмотрите, здесь Мохалой находится, здесь Колой. И все эти люди имеют общего предка, как было отмечено в 15 веке. Так вот, согласно преданиям, когда Дудар покинул сначала горы, пришел на плоскость, из плоскости был вытеснен кочевниками и вернулся в горный район, то есть на территорию современного царойского общества, в местности Мохала, он, согласно преданию, оставил одного своего сына, которого звали Ита, и по преданию от него происходит общество Махлой. Но не став здесь задерживаться, Дудар вернулся впоследствии обратно в Терлоевское общество,
и там вместе с ним уже стал жить его сын, которого звали Элда. И считается, что вот этот вот населенный пункт Элпха, некоторые называют его Элпха, связан непосредственно с личностью этого Элды, о котором мы сейчас будем говорить и говорить. Все это весьма примечательно и интересно по следующим причинам. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда предания чеченцев либо подтверждаются какими-то дополнительными источниками письменными или ДНК-исследованиями, а в других случаях они полностью вступают в конфликт, то есть они противоречат друг другу. Здесь нельзя сказать, что предание полностью соответствует картине, которая у нас вырисовывается по результатам ДНК-тестов, но мы сегодня видим, что действительно и махлоевцы, которые проживают здесь, и колой, которые проживают здесь на территории Джейраховского района Ингушетии, и терлой – это все люди, которые в недавнем прошлом имели единое происхождение, один корень. А то, что терлоевцы – это один из самых передовых и важнейших в истории чеченского народа тейп, именно чеченского народа, тоже никакого сомнения нет. То есть это вот такая небольшая ремарка у нас по личности Дудара. Значит, следующая фигура, которая у нас упоминается вот по этой оперативной карте, это личность Гундала. Гундал тоже считается очень выдающейся личностью в истории чеченского народа, судьбоносной личностью, потому что сам он и его потомки сыграли важную роль в истории. Дело в том, что относительно Гундала говорится следующее. Вот кто знает, где находится у нас Веденский район? Вот Веденский район на границе с Шалинским районом, там посередине находится целый ряд населенных пунктов, да, на соприкосновении. Это Цьеведан, Цаведино, это Гуни, значит, это Эхшбата, там и многие-многие другие села. Так вот, согласно преданиям и согласно письменным источникам, этнографическим источникам, которые до нас дошли, в которых описывается жизнь Гундала, подчеркиваю, что это 1360-е годы по нашим данным. Так вот, в них говорится, что Гундал сначала проживал на территории Нашхоевского общества. В принципе, вы знаете, что многие тейпы, когда их вытеснили монголо-татары, они ушли в горы, и большинство находилось вот в горной полосе. И вот в середине XIV века, то есть 1360-е годы, по нашим данным, Гундал покидает Нашхоевское общество. По преданию, его братьями были Нижило и Гендергно. Если говорить по ДНК-тестам, то это не оправдывается, если понимать под братством происхождение от одного отца. Но если допустить, что, как у нас говорится, наансвиншиваш или дуйбианваш, то есть кровное, не кровное, а по материнской линии братство, либо это могло быть братство военное, либо это могло быть братство клятвенное. Если из этого исходить, то вот мы можем допустить, что предание нам не врет. Так вот, Гундал, оставив своих родственников здесь, в Нашхоевском обществе, он переходит на территорию современного Веденского района Чеченской Республики. Почему интересно предание, касающееся Гундала, помимо всего прочего? В них говорится, что Гундал сначала прибыл на территорию села Элистанджи, вот тут оно находится. Тогда в Элистанджах жили люди, то ли одна семья, то ли кто-то еще, то есть совсем немного людей. И на территории пространства от Хулхулао до Гомса, то есть Междуречья, находились только вот эти села Джугурты, Джугурты и вот Элистанджи. И эта область, в основном, эта область Междуречья называлась Ле-Мохк. Это люди, которые писали, не имели представления о том, что говорит официальная наука. А сейчас мы обсудим, что говорит официальная наука. С 1300, мы об этом говорили в предыдущих лекциях, с 1347 года, ориентировочно по 1353 год, на территории Европы распространилась эпидемия чумы. Эта эпидемия чумы покосила более или около 70% населения Европы. Представьте себе, насколько огромный масштаб это результатов, последствий этой эпидемии. Если посмотреть на вот эти вот сведения, мы знаем, что Гундал живет в середине XIV века, то есть как раз-таки, когда история описывает нам события в Европе и в Северной Африке, то есть распространение чумы и гибель около 70% населения. Далее мы знаем из преданий, что Гундал приходит в Элистанджи, и элистанджинские жители сообщают ему о том, что если он перейдет через реку Хулхола
и направится в сторону современного Веденского района этой области, то он может погибнуть, потому что вот уже на протяжении 15-16 лет люди, которые жили там, и люди, которые проживали там и переходили через реку, они уже умерли, либо погибали, если это были люди, которые пытались вернуться на эту территорию. И, кстати говоря, в тех же преданиях говорится, что здесь ранее проживали калмыки, то есть речь идет о монголо-татарах. То есть это еще один пример, когда лемох, что означает буквально? Область, где люди умирают, то есть адамляштолмох. То есть это еще один яркий пример, когда чеченский этнографический и письменный материал, который составлен, естественно, людьми, которые не имели представления о том, что происходило в XIV веке, то есть это не могли сделать современники, наши современники, того, будь то XIX или XX века, подтверждаются эти данные событиями, действительными историческими событиями XIV века. Что интересно, считается, что Гундал сначала прибыл в Элистанджи, и после этого у него было от 2 супруг 9 сыновей и было 7 дочерей. Он сначала, перейдя через реку, самостоятельно очертил определенную территорию, как у нас говорят, то есть границу установил своего владения, и сначала поселился в местности на территории современного Циеведна. После этого, в конце концов, по одной версии он там остановился вместе со своим же сыном Джоулом, по другой версии, впоследствии он переселился в местность, которая сегодня называется Диагюна, то есть это не непосредственно современный Гуной, а рядом с ним место, где раньше находился аул Гуни. Значит, и дальше у Джоула был сын Эски, Камбулат, и далее уже идет их родословная. То есть это вот такой небольшой экскурс в историю вот этих вот двух личностей. И мы вот так вот переходим к нашей второй оперативной карте. Вторая оперативная карта у нас более богатая по событиям. Это она названа нами Тимур и Сим-Сим. То есть, как мы вам сказали, в XIV веке, вот давайте, чтобы вы имели представление, когда в 1238-40 годах монголы захватили территорию Северного Кавказа, они на оккупированной территории создали один улус. Он так и фигурирует, то есть Северокавказский улус. Этот Северокавказский улус был разделен ими на две составные части, то есть два крыла. Эти крылья – это улус Черкас, то есть черкесский улус, и улус Алан, то есть аланский улус. Граница этих улусов находилась приблизительно в районе верховьев Кубани и Лабы. То есть представьте себе, это район современного Эльбруса, горы Эльбруса, где-то вот эта вот граница между черкесским улусом и аланским улусом. И вот внутри аланского улуса было еще два владения, которые назывались по разным источникам. Один назывался улус Ас, то есть асское владение, и другое непосредственно до сих пор фигурировало под названием аланское владение, то есть опять две области внутри этой территории. И эта территория уже в свою очередь имела границу по речке Чегем, то есть это район современной Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Зачем я вам все это рассказываю? Вот в этом административно-территориальном делении Золотоордынского государства на XIV век, то есть речь идет уже о второй половине XIV века, 1350-е, 60-е, 70-е годы, в этот период фигурирует владение, которое входит в состав Северокавказского улуса и называется улус Сим-Сим. Мы сегодня имеем достоверные сведения, об этом написаны статьи, об этом прекрасную работу в свое время написал Хаджи Ахмедович Хизриев, наш историк. И мы знаем, что Сим-Сим – это государство-образование, в котором титульный народ – это чеченцы, и в котором правители тоже, соответственно, этнические чеченцы. И вот поэтому мы даем вот этой оперативной карте название Тимур и Сим-Сим, то есть это время, когда Тимур в 1390-е годы обрушился на территорию Золотой Орды и вторгся на территорию улуса Сим-Сим. И вот в этот период у нас описываются такие личности, о которых мы говорили ранее. В первую очередь мы делаем акцент на личностях братьев. Согласно летописи Тарих Чачан, они называются братьями, то есть Ховр и Сурак, два человека. Так вот, в 1358 году, мы об этом говорили в нашей предыдущей лекции, Ховр или Гаюр или Каир фигурирует как глава этого государственного образования Сим-Сим. И в 1358 году он
начинает распространение своего влияния на западные области и на восточные области. Вот то, что было на Западе, мы сейчас не поднимаем и рассматриваем события на Востоке. Вот этот Ховр вместе со своим братом Сураком, согласно летописи Тарих Чачан, есть ее другая версия Тарих Адждад Нахчуй, они отсюда, с территории Виденского района, переходят в район современного Хунзахского плато. И в Хунзахском плато, в населенном пункте Тануси, в качестве местного наместника, Ховр оставляет своего брата Сурака. Сурак является основателем соответствующей нуцальской династии, вы об этом знаете. И после этого сам, согласно белгатинской версии этой летописи, сам Ховр отсюда переходит на территорию Чирюрта. Мы говорили об этом в предыдущей лекции, о том, что Хунзах как административный центр Нагорной области, да, и Чирюрт как административный центр плоскостной области, они были двумя важными пунктами. И то, что эти два брата установили над ними контроль, было стратегическим для них значением. То есть они в узком плане и так управляли территорией современной Чеченской республики там, и соседних областей, а тут они распространили свое влияние еще и на восточные области, воспользовавшись тем, что с 1358 как раз таки года по 1380 год, более 20 лет, в Золотой Орде была смута, и во время этой смуты абсолютное безвластие было фактически, настолько усугубившееся, что в отдельных случаях, об этом тоже на прошлой лекции мы говорили, чеченцам удалось даже временного, почти ханы-однодневки даже были в некоторых случаях, временного хана Науруза чеченцам удалось разбить на территории современного Нажиюртовского района Чеченской республики. Значит, вот это событие 1358 года. Это личности Ховр и Сурак. Это очень важные личности в истории чеченского народа, и не только чеченского, но и народов соседних Северо-Восточного Кавказа. Итак, после этих событий, у нас 58 год, мы говорили о том, что в 60-м году Ховр находится в подчинении у золотоордынского хана Хизира, и в 1360 году хан Хизир отправляет его в качестве одного из 3 послов, то есть это посольство было из Уруса, это Чингизид, то есть представитель династии Чингисхана, это был сам Ховр, чеченец, и осетин Алтанцак или Алтанцебек. Они втроем были отправлены в Кострому, где провели переговоры с русскими князьями. Об этом мы тоже очень много говорили, поэтому я не акцентирую на этом внимание. Итак, это 1360 год. То есть все это показывает, что вот эта личность Ховр, как верховный правитель, и его брат, как соправитель младший, который управлял Нагорной областью, они имели очень серьезное влияние и, не побоюсь этого слова, власть, играли серьезную роль в событиях на Северо-Восточном Кавказе и на протяжении второй половины XIV века. Это очень яркие фигуры в нашей героике. Итак, что дальше? Возвращаясь к Тимуру, мы говорили об этом, это исторически известный факт. В 1395 году весной Тимур, кто такой Тимур, чтобы вы имели представление? Вот мы с вами говорили про Золотую Орду. Золотая Орда – это часть Монгольской империи Чингисхана. Она так и называлась, Монгольская империя. После того, как она распалась на несколько крупных частей. И одна из этих частей называлась Улус-Джучи, то есть владение Джучи, а другая называлась Улус-Чагатай, то есть владение Чагатая. И сразу же после того, как эти области возникли, то есть сразу после того, как единая Монгольская империя разделилась на несколько частей, эти два владения, Джучи и Чагатая, стали воевать друг против друга. И благодаря этим событиям, кстати говоря, чеченцы, естественно, как обычно, были втянуты в эти процессы, и сначала трагически, а потом впоследствии за счет доблести и прочих качеств они стали играть и нести какую-то роль в этих событиях. Так вот, Тимур является представителем того самого улуса Чагатайского. Ховр и Сурак и вся их окружающая их категория людей, они имели отношение к улусу Джучи, которые соперничали друг с другом. В 1380-е годы эти соперничества, если говорить про улус Джучи или Золотая Орда, часть улуса, которую возглавлял хан Тахтамыш, и Тимур, который возглавлял территорию бывшего Чагатайского улуса, их конфликт дошел до такого накала,
что Тимур вторгся через территорию Азербайджана современного на территорию сначала Северо-Восточного Кавказа и начал боевые действия сначала на Тереке. Вы знаете, там состоялось знаменитое сражение в апреле, трехдневное сражение хана Тохтамыша, на стороне которого были чеченцы, и Тимура. После этого трехдневного сражения хан Тохтамыш проиграл, чеченцы остались сами наедине с Тимуром, и, соответственно, после того, как Тимур разобрался с ордами Тохтамыша, он подошел на Кавказ и обрушился на наши области. И поскольку мы об этом говорили на прошлых лекциях, опять же, я вскользь постараюсь вам описать по картографии, чтобы вы увидели. В 1395 году Тимур подступает вместе со своими войсками на территорию современной Чеченской Республики в район современного города Грозного. Вот это место Щин-Сюрюк. До недавнего времени оно было известно как село Пригородное. Это Ханкальское ущелье. Буквально Щин-Сюрюк это означает область между двумя высотами. То есть Сюркуарт это высоты, две горы, и Ханкальское ущелье образуют как раз таки эти две горы. Здесь сын Хоура, которого звали Хаси, он в 1395 году дал четырехдневное сражение одному из отрядов Тимура, еще до того, как сам Тимур отправился с походом. После того, как 4 дня он здесь провел сражение, люди, которые проживали на этой плоскости, Нохчи, Ария, Гарман, Ария, они успели, пока там шло сражение, быстро эвакуироваться на территорию гор. И после этого уже через некоторое время несколько отрядов тимуровских войск, они направляются в горы. И здесь вот мы обозначаем в Аргунское ущелье, ущелье реки Бас, Хулхулау, там Аксаевское ущелье и так далее. После того, как они отсюда освободились, они спустились на территорию современного Ауха. Кстати говоря, я говорил вам, что по результатам наших выездов в Казахстан, по результатам проведенных работ в Петербурге и в других архивах, на сегодняшний день, вот столько даже Щекоячуна, то, что Аухар, который упоминается у летописцев Тимура, как область, которая подверглась удару после того, как с гор Симсима спустился Тимур, что Аухар это не Аварское Нагорье, а это именно чеченский Аух, больше нет никакого сомнения вообще. Да, Мулаха, со временем мы распишем это соответствующим образом, это будет введено в научный оборот. Так вот, после того, как он освободился с горного массива Симсима, Тимур, после того, как он нанес ряд поражений и сам получил серьезное сопротивление, он спустился и уже здесь, через Аух, прибыл в Салатавию, из Салатавии Гумбет, и уже далее андийские владения и так далее. Этот маршрут тоже описан у дагестанских исследователей, в частности, Мамайхан Агларов и другие исследователи, Ичалов, они тщательно его описывают. Так вот, если вернуться к Аргунскому ущелью, событие 1395 года опять, да, это осень. Тимур, после того, как его передовому отряду оказали сопротивление чеченцы под предводительством Хаси, он подступает сюда, в Аргунское ущелье. На протяжении всего его перемещения названия местностей, связанные с Тимуром, до сих пор сохранились. Допустим, здесь есть Лянчик-Баси, здесь есть, допустим, место Тимура, Гечо, там Тимур, Баляхтин, Меттик и так далее. Вот здесь, согласно преданию, вот 3 личности, которые мы хотели подвести, 3 героя, опять же, очередных чеченских. Это Кало, это Ирдик и это Маммач. Здесь ему оказывают сопротивление чеченцы. Первый, согласно преданиям, нам еще надо работать с этим материалом. Ему оказывает сопротивление чеченец под именем Кало. Интересно, что здесь, вот буквально вот рядом с местом современного, значит, Дачу-Барзоя и Улускерта есть гора Кало-Корт. Я только предполагаю, что это может быть связано с личностью этого Кало. Здесь ему первый оказывает сопротивление Кало. Когда Кало встречает войско, естественно, тогда были сигнальные башни. По сигнальным башням первый, кто пришел на подмогу чеченцам у входа в Аргунское ущелье, оказались чеченцы под предводительством Зунусой Ирдига. После того, как Кало, перед тем, как скончаться, согласно преданию, Кало передал свой меч Ирдигу и сказал: то есть далее предводителем войсковым здесь будешь ты, то есть оборону держишь ты. И далее, тоже рассказанное в предыдущих лекциях подробно, события Тимур движется. Вот здесь вот есть разночтение. Считается, что основной, хотя мы карте стрелку обозначили вот так вот, но считается, что пути, то есть дороги, которые существовали тогда, они проходили не здесь, по участку Аргунского ущелья, а заворачивали сюда, в сторону
Шару Аргуна или к нынешнему аулу Кешта, то есть это зумсойское владение. Здесь состоялось достаточно большое сражение, и об этом сражении существуют легенды. И я скажу, что Мамакаев написал целую поэму, которая называется «Непси безом». То есть в этой легенде рассказывается про то, как дочь вот этого Зумсой Ирдига оказала в числе других чеченских воинов героическое сопротивление. И хотя в предании мы не видели, чтобы называлось какое-то имя этой воительницы, Мамакаев в своей поэме называет ее Непси. И само стихотворение поэмы называется «Непси безом». И там есть участок, где рассказывается, как Тимур Эрденгш, они пришли, им оказали сопротивление, и вот личность Непси там описывается. И что интересно, про те же события, достаточно объемную драму с расписанными ролями написал шейх Арсанукаев, называется она «Тимур Антур». То есть это еще в советские годы люди все эти предания знали, они с ними работали. Ну, сегодня, к счастью, у нас есть уже и письменные источники, и Хаджи Хизриев, значительную часть этих источников, он их тоже в своей диссертации использовал, за что ему огромная благодарность. Значит, вот мы упомянули Зумсу Ирдига, и далее у нас идет следующая фигура, которая упоминается в преданиях. Здесь говорится о том, что в чинтийском обществе называется имя Маммачи, а мы говорили и ранее о том, что после того, как состоялся ряд сражений с Тимуром, считается, что в двух местах, то есть здесь в Зумсое и здесь в Химое, вот мы не написали, но обозначили это место, войско Тимура было остановлено, и с ним был заключен мир. И по результатам этого мира часть чеченцев даже заключила с ним союз и отправилась вместе с ним в состав его войска, отправилась на завоевание остальных стран, куда Тимур впоследствии ушел. И когда мы побывали в Узбекистане, работали с восточными рукописями, встречались с единственным доктором исторических наук Узбекистана, который защитился на теме Тимура, это Ульжаева Шахистатон. Она рассказывала нам, что в Самарканде, Самарканд был тогда столицей Тимура, даже по сегодняшний день есть группа древнейших переселенцев, которая называет себя переселенцами с территории Северного Кавказа, то есть так, северокавказская диаспора, которой почти 600 лет, вернее даже не почти, а более 600 лет. И более того, когда мы работали с рукописями, которые составили потомки Тимура, в них описывается о том, что завоевание стран, горных стран Азии, потомками Тимура, некоторых стран, они осуществлялись при помощи, в одной из версий, кстати говоря, эту рукопись мы, эту версию показали самим ученым, они не ожидали этого, завоеваны черкесскими клинками, то есть черкесскими воинами, а кавказцы все тогда назывались термином «джаркас». А в одной из версий, пока что мы ее не нашли, об этом нам тоже сообщили со слов Вагида Итаева, о том, что в одной из версий уточняется, что это не просто черкесские клинки, а шашанские клинки. То есть там надо работать, работать и работать. Мы уже определенный результат сделали, ввели некоторые материалы в научный оборот или планируем. Но факт в том, что в преданиях, допустим, те же самые Гендергной говорят «Астах Тимуран яск тадел Гендергной». Есть предание, что у Гендергной был меч от Астах Тимура, подаренный им. У Зумсу предание о том, что меч был подарен им Астах Тимуром. И более того, считается, и в некоторых источниках говорится, что до депортации, состоявшейся в 1944 году, в Краеведческом музее Чечении и Ингушетии в Грозном был артефакт, который считался мечом Тамерлана, подаренным чеченцам им во время заключения с ними мира. Это наш небольшой экскурс. Теперь, возвращаясь к личности Ховра, хочу сказать, что в его окружении, помните, я вам говорил по первой оперативной карте про личность Дудара. И мы сказали, что у Дудара было два сына. Одного звали Элда и другого звали Ита. Так вот, Элда, по преданиям самих же потомков Элды, был одним из сподвижников Ховра, то есть Улусбека, то есть правителя вот этого Улуса Симсим. И другой соплеменник Элды, которого звали Берг, тоже был сподвижником Ховра. И если Берг считается руководителем его административной части работы, то есть, скажем так, вообще слово «бирик» или «берг», об этом еще писал Ахмад Сулейманов, чеченское слово «бер»,
это подать, налог, древнее слово. Если говорить про славянские языки, то в славянских языках тоже есть слово бир или бейр, которое имеет то же самое значение, то есть налог или подать. И берг или бирг или бирик фактически означает тот, кто собирает подати. Мы сейчас еще будем говорить дальше, что в истории 15 века называются имена Ахмар или Ахмер, называются имена Вокка. Так вот, все эти имена в действительности не их собственные, а название их титулов, то есть название их офицерских чинов и так далее. То есть их нарицательные имена. То есть, допустим, Амин – историк. Я впоследствии, если кто-то будет называть меня историком и думать, что это имя собственное, в действительности мое имя личное – это Амин. И у нас та же самая картина. Под именем Бирга или Берга, возможно, скрывалась личность с другим конкретным именем. Итак, почему такой акцент у нас на элдиталити и на Берге? Дело в том, что один из краеведов, исследователей Терлойского общества, как раз-таки потомок элдиталита, зафиксировал шикарнейшие илли, древние илли, связанные с личностью Хоура, о котором мы сейчас говорим. Представьте себе события XIV века, и потомки человека, который был сподвижником этого Хоура, сохранили в своих преданиях или связанные с личностью этого Хоура. И оно записано на диалекте, чтобы этот колорит его сохранить. Я вам прочитаю его на диалектике, а вы приблизительно себе будете проводить литературный вариант этого текста. Я прочитаю его часть. Хай дух дегнашт ему обижна, шуог басиш йиташ ана, лешеш таргани хейронях, геттан изер кварт болдина, дек кожах, кюг штисиш, бадаиха, хай вашерша турах тарлуш. Пханаш хюден маисси, юасси мархаш аржич ажи, махо идуаш терган духах, итта дохкан тисич ойркш, хадар исти киран сали велла бятча хьежа. Бятча хьежа, это речь идет о Хоуре. Далее я пропускаю участки. Хорс Эйлин, в преданиях он фигурирует как Хорс, как Хорц, как Хор, как Хоур. Хорс Эйли, Эрждин, Изер Квартбу, Сирла, Турсярмик, Парцерк, Мет Мот Кастаза, Набару Ложище, Семхил Бахан Духа, Гойва Хилла Мох Кларбеш, Лила Швухо, Шила Тхилно Коурт Адош, Истина Ост, Элдис Яцуш, Хила Гетти Боберчира. Ирзяш хедош, керч алешц, тами вюдаху ансхварц. Корза кюра, там тюахна ваттуш, шира тарханти харш дитина, дерзар эл уэлцахиллак цукюран, цубахон эл. Это записано со слов старейшины Абуева, 1916 года рождения, в Серноводске. Записал это лично Руслан Витаев, как и многие другие материалы, которые были им опубликованы в его краеведческом исследовании, связанной горная твердыня, Эрлой Мох называется. Что интересно, в этом Илле, помимо того, что здесь упоминается сам Элда, помимо того, что здесь упоминается личность Хоура, здесь приводятся вот такие строчки. Мы их не зачитываем, потому что они еще должны быть опубликованы, но вот одну строчку мы прочитаем. «Тянчики серапси мелдука диепарх». Почему это интересно? Вот этот вот тянчик или лянчик, вот это выражение, оно с персидского языка означает хромец, хромой. Лянчик Баси, я вам говорил, вот здесь вот есть, да, где Тимур останавливался и откуда он руководил своими войсками. Вот это вот тянчик или лянчик – это термин, который употреблялся для обозначения Тимура. И что более всего на нас оказало впечатление, вот этот термин серпси. Вот кто не знает историю Средней Азии, он бы ни за что не догадался бы, что это значит. Серпси – это чеченское произношение сарабазы. То есть это воины Тимура, их называли сарабазами, и впоследствии среднеазиатские воины их сарабазами называли. То есть тянчики серпси – это сарабазы хромого Тимура. То есть и этот факт, привязка к конкретному историческому времени, тоже в этом Илле имеется. Для нас, как для людей, которые занимаются историей, это просто шикарная находка. Ну и сегодня мы все приобщились к ней. Итак, это то, что касается личности Элда и Бирига. Это по нашей оперативной карте Тимур и Сим-Сим. И дальше, я думаю, мы можем перейти уже к следующей карте. Следующая карта, номер 3, оперативная карта, это уже события 1400-х годов. То есть мы с вами переходим в 15 век.
Вот мы только что говорили, что в конце 1395-96 году Тимур пришел, устроил полный погром на Северном Кавказе, поскольку чеченцы были союзниками Золотой Орды, Золотоордынского хана Тохтамыша, который воевал против Тимура. И вот теперь мы переходим к оперативной карте события 15 века, то есть 1400-е годы. 15 век – исключительно темный век в истории Чечни. До недавнего времени буквально ничего мы не говорили, не могли найти написанного про 15 век, только какие-то далекие предположения, какие-то отголоски назывались имена, возможно, 15 век и так далее. Последние, буквально 5 лет проведен ряд исследований, которые сегодня полностью расписал наш 15 век от самого начала до его завершения. Вот причины, по которым этот век в нашей истории оказался темным, вы сейчас увидите. Дело в том, что в этом столетии чеченцы, вот представьте себе, после погрома Тимура, у нас до Тимура, у нас государство образования, да, субъект в составе федерации, если говорить современными понятиями, то есть улус Сим-Сим в составе Золотоордынского государства. То есть у нас есть государство образования, есть личности, есть административный аппарат, военные деятели, государственные предводители, которые участвуют в политических событиях, военных событиях, дипломатами выступают на переговорах с другими элитами, с русской элитой в Костроме и так далее. И после того, как Тимур приходит, у нас такой обвал происходит в истории. И это был не единственный поход Тимура, не единственная причина, по которой происходит этот обвал. И сегодня мы показываем вам, что происходило в 15 веке. В 15 веке, в принципе, фигурируют и играют роль личности, которые непосредственно связаны с предыдущими личностями, что не странно. То есть Ховр, Сурак, Берг, Элда, непосредственно с ними они связаны. И вот представьте себе, после того, как Тимур уходит, Золотая Орда, она снова восстанавливает свои силы, и государство и ее владычество на территории Северного Кавказа еще продолжается. Продолжается оно до середины 15 века, то есть до 1450-х годов. До того момента это государство еще держалось, но начало разваливаться, то есть какие-то части стали от нее отходить. То есть в Сибири стали появляться ханства, значит, в Крыму появилось отдельное ханство. И вот в процессе распада в очередной раз чеченцы, как говорится, опять не на той стороне сыграли свою историческую роль. Они, продолжая быть верными своей, предводители их, продолжая быть верными своей политической ориентации, были в окружении ханов. Вот после Золотой Орды ее преемницей была Большая Орда. То есть как бы осколок Золотой Орды уже назывался Большой Ордой. И в 1452 году состоялось сражение. Значит, вот Большая Орда, ее улус, внутри нее владение, Крымский юрт так называемый, там появилась личность, которая впоследствии стала известна как основатель династии крымских гиреев. То есть гиреи, вы слышали, наверное, крымские гиреи, это династия крымских ханов. Вот начинал эту деятельность, сепаратистскую, освободительную деятельность Хаджи Гирей. И так вот, именно этот Хаджи Гирей, то есть основатель крымского государства, независимого крымского ханства, он нанес сильнейшее поражение хану Большой Орды, которого звали Саид Ахмед. Состоялось это событие, если я не ошибаюсь, в 1452 году. И вот согласно тем источникам, которые нами проанализированы, мы это издали в ваковских статьях, это статьи в журналах, которые утверждены Всероссийской аттестационной комиссией. Так вот, сын Ховра, Хаси, который после своего отца еще удерживал какую-то верховную власть под, естественно, протекцией Золотой Орды или Большой Орды, он погибает, согласно письменным источникам, в 1452 году. Сразу после того, как Большая Орда терпит поражение от крымчан, после того, как погибает Хаси, начинается распространение влияния Крымского ханства, уже независимого ханства, на территорию Северного Кавказа. Часть элиты Северного Кавказа – это элита на территории Запада, то есть это некоторые черкесские племена, и племена, которые проживали на территории Восточного Кавказа, то есть это в основном этнические кумыки и связанные с ними племена, нагайцы, кумыки, они были предрасположены к тому, чтобы поддержать это движение, вот это завоевание крымских гиреев. Итак,
С 1452 по 1459 год, согласно хронике «История Гирей-хана», происходит завоевание, там так и написано, вилаята Чаджан. Вилаят – это термин, который употребляется, вот был раньше термин «улус», уже у хронистов Тимура, то есть у летописцев Тимура, уже было видно, что они употребляют, заменяя друг друга улус, вилаят, а в истории Гирей-хана рукописи уже улус термин убирается полностью, и вперед выходит термин вилаят Чачан. Так вот, согласно нашему исследованию, с 1452 года по 1959 год и состоялось завоевание вот этого чеченского вилаята Чачан, границы которого были, естественно, шире, чем сегодняшние пределы. И здесь у нас возникают новые личности, которые играют судьбоносную роль в событиях, разворачивающихся дальше на территории современной Чечни и соседних республик. Смотрим. В 1441 году, мы сейчас здесь не указываем на это, в Тарках до 1941 года в качестве удельного владетеля был чеченец, которого звали Хазбул. Хазбула был известен также под именем, его называют Ахмар, Ахмер, Ахберг, Ахмерд, и по-разному потомки называют его имя. Но мы употребляем термин Ахмар или Ахмер, нам так удобно. Так вот, он из-за восстания, которое устроили там местные жители в 1441 году, покинул Тарки. И до 1454 года, 1454 года, то есть до того момента, когда вот это крымско-косокское, крымско-черкесское завоевание дошло до современной Чеченской республики, до этого момента он проживал в районе современного Ачхой-Мартановского района Чеченской республики. И вот в 1454 году, 1454 год, Ахмар, вот смотрим, здесь вот у нас это приведены стрелки, вот зеленая стрелка, он появляется сначала на территории общества Елхарой, там есть аул Геличи. Сначала приходит в Геличи, а после того, как прибывает в Геличи, он появляется на территории общества Ах. Вообще его потомки, они проживали на территории Елхаройского общества, на территории Кейского общества, на территории Акинского, Галанчевского, Акинского общества. Но все они распространились, в принципе, сначала прибыв в Ахку и оттуда уже осели в различных местах. Здесь, когда Ахмар со своими сыновьями прибыл на территорию Галанчевского района, а он был выходцем сам с Галанчевского района, просто он вернулся обратно с плоскости, его встречает человек, о котором мы вам сказали, личность которого называлась Вохкал. Вохкал тоже, его имя было Пула, но прозвище, которое ему впоследствии дали, Вохкал, его стало как имя собственное. То есть вместо того, чтобы называть его Пула, стали многие потомки и другие называть его Вохкал по названию его прозвища. А что такое Вохкал? После того, как в 1450-е годы состоялось завоевание крымско-косогское, косоги – это старое название черкесов. Вот представьте себе картину. Чеченская территория проживания чеченцев. Как обычно, проживают на плоскости. На плоскости у нас идет земледелие, у нас идет скотоводство. А кто-то скажет, было же отгонное скотоводство. Конечно, в горах пасли скотину, но на альпийских лугах. Но если нет привязки к равнине, где можно зимой скот спустить и пасти его там, то скотоотгонное скотоводство уже не работает. То есть у нас уже начинаются проблемы. И после того, как вся плоскость была занята, почему мы назвали эту оперативную карту «изоляция»? После того, как вся плоскость была занята крымскими гиреями и союзными ими косогами или черкесами, или кабардинцами, если говорить более точнее, это славная история кабардинского народа, начинается полная изоляция чеченцев на территории горных обществ. Теперь представьте себе картину. Вот у нас есть общества, которые живут в горах. Естественно, в горах живет немного людей. Сейчас немного людей живет, потому что это последствия депортации. До депортации был определенный контингент людей, которые жил в горах, но все равно масса живет на плоскости. Почему? На плоскости охунда, пахота, земледелие, скотоводство, торговля. Вся жизнь государственная протекает на территории плоскости. И вдруг все эти люди изолированы от равнины. Огромное количество выживших бежит в горы, а в горах у нас что? Малоземелье, у нас начинается земельный голод.
И вследствие этого те люди, которые здесь были, в горах, и имели все, то есть имели свою власть, свою крепкую тейповую ячейку, те же самые личности, о которых мы говорили, Берга, значит, Элда, их сыновья Элди Талат, Берг Бичча, тот же самый Воккал, о котором мы сказали, который тоже проживал в горах, и прочие владетели, их целый ряд был этих владетелей, они сталкиваются с ситуацией, когда огромное количество населения с гор бежит. Это беженцы, они бегут с плоскости в горы. Начинается земельный голод. Эта категория людей в полузависимое положение. Что имеется в виду полузависимое положение? Бухарчнах на устал дичиби, царь цаметтик билгальях чиби, царь уахоуш меткят, царь ризадах меткят. Естественно, тяжелая ситуация была. И помимо того, что эти люди были вынуждены, естественно, работой помогать, то есть какие-то услуги людям, которые непосредственно населяют эту горную область, своим соплеменникам, естественно, чеченцам, но какие-то услуги предоставлять. Кроме этого, еще начинается земельный голод и впоследствии физический голод у людей начинается. И вследствие этого, помимо того, что происходит полный развал государства чеченцев, это самый тяжелый период середины 15 века, кроме этому прибавляется земельный голод и некрополи, которые сейчас вот у нас вот, мертвый город мертвых там и прочие могилы многие. Сейчас пока эта тенденция намечается, а я более чем уверен, что она будет развиваться, огромное количество вот этих вот погребений появляется, потому что люди изолированные, они на камнях там хоронят людей, в склепах загоняют вот по несколько человек, потом эти кости высохли, их сметают, потом накладывают другие и так далее. Просто потому что физически у них не было возможности брать людей и хоронить в ямные могилы, да? То есть как сегодня у нас это практикуется. И что происходит? Вот некоторые общества, исходя из той ситуации, которая была у них до начала вот этой оккупации равнины, они были в более выгодном земельном положении, другие общества были в менее выгодном земельном положении. И вследствие этого, к несчастью, вот у нас начинается период, когда появляются личности с такими амбициями, это тейповые предводители, которые даже пытаются распространить свое влияние на соседние общества, играть решающую роль в распределении того, что осталось у чеченцев в горах. Вот сами представляете себе политическая ситуация, экономическая, то, что сегодня происходит в мире. И вот эти лидеры, кто-то пытался у кого-то отбить побольше землю, кто-то попытался играть роль влияния на распределение налога, который там происходил. И в этом соперничестве появляются ряд личностей. И вот известно, вот мы говорили, здесь у нас был Берг, да, о котором мы сказали. У Берга был сын Берг-Бич. После того, как Хаси, сына Хоура, убили, после этого, по нашим данным, предводителем становится Байра, это его двоюродный брат этого Хаси, то есть это сын Сурака. Он на тот момент, Байра, находился на территории Хунзаха, но когда крымско-косокское завоевание дошло до территории Нагорного Дагестана, он был вынужден оттуда уйти. Здесь у нас это не отражено, вот здесь мы это отразили, вот этой вот линию, что Байра в очередной раз был вынужден уйти уже на границу Грузии, современную границу Грузии и Чечни. В письменных источниках, в Тарих Дагестан или в Тарих Дегаста, там говорится о том, что Байра пришел в область Туш. Поскольку он не смог удержать за собой ту власть, которая раньше имелась, Золотоордынского государства нет, Большая Орда распадается, они, согласно преданию, Ахмад Сулейманов об этом пишет, и другие пишут о том, что часть вот этих людей под предводительством Байра, они якобы уходят на территорию Дальнего Востока, даже до Японии доходят. Сегодня у нас появились материалы, несколько сразу источников, которые подтверждают это, но это отдельная история, эту интригу мы еще презентуем. Но главное сейчас, я надеюсь, я не слишком вас запутал, главное сейчас я попытаюсь полностью разложить по полочкам картину. Вот у нас здесь Воккал, о котором мы сказали, владетель, центром которого был населенный пункт Вауга.
Второе название этого населенного пункта – Ахка, то есть горное акинское общество. Когда Ахмар пришел в горы, он женился на дочери Вахкала, они породнились. Вот у них здесь свой союз. Здесь, на территории Аргунского ущелья, преобладающую роль тогда играл со своей ставкой в Кирда человек, которого звали Берг-Бичча. Берг-Бичча – это сын Берга, о котором мы сказали ранее, а Берг, в свою очередь, был одним из сподвижников Хора, как об этом было сказано. И у этих двух личностей начинается взаимный конфликт. У Ахмада Сулейманова, мы эти материалы опубликовали, написано, что после того, как вот эта вот власть Хора, Сурака и прочих, она, когда вместе с монголо-татарским государством она была низведена, первым таким предводителем, который имел амбиции всенародного предводителя в горах после оккупации равнины, был как раз-таки Берг-Бич. Ахмад Сулейманов – это выдающийся чеченский этнограф. У него сказано, что первый, даже употребляется термин, первый вог Эйла. Особенно акцентирую ваше внимание. То, что здесь употребляется термин «эйла», не означает, что там остальные «лей». Просто тогда, в те времена, таиповые предводители, которые тогда имели как определенную роль, то есть бятчи, да, военные предводители, они назывались термином «эйла». Тогда это был распространенный термин. И, то есть считайте, что это тейпан бячухас фактически. Но сегодня мы употребляем тот термин, который употреблялся ими. Вот Берг-Бич становится первым вог Эйла. Вот смотрите, опять параллели у вас проходят, да? Пула, которого мы сегодня знаем как Вахкал, и Берг-Бич, как первый Вахкал, или Вах-Эйла, то есть сокращенная форма Вахкал. И у них начинается конфликт на почве земельного голода. И вот почему вся эта история рассказывается, что мне нравится в чеченцах, даже вследствие конфликта, который у них возникает, чем этот длительный конфликт заканчивается. Конфликт этот заканчивается тем, что, опять же, на почве этого земельного конфликта они схлестнулись, и во время столкновения, с одной стороны, руководителем этого столкновения был Вахкал, как мы сказали, или Пул, с другой стороны, Берг-Бич. Во время столкновения, перед тем, как пролить большую кровь, эти предводители решили выставить каждый по одному воину, чтобы они сразились в поединке. И пусть поединок решит исход этого сражения. И далее говорится, что во время этого поединка тот представитель, который был от Берг-Бичи, после того, как он в какой-то момент опрокинул своего оппонента, то есть представителя Вахкала, после того, как он его опрокинул, у самого воина, представителя Берг-Бичи, у него выпал шлем с головы, а из-под шлема выпала длинная желтая коса. И далее говорится, что воителем со стороны Берг-Бичи оказалась мать Берг-Бичи Чинтийского рода, и именно она была одной из соперничающих сторон. Это то, что нам рассказывает предание. Но эти предания из разных уст, независимых друг от друга, а в этнографии, когда более 2-3 источников, независимых друг от друга, сообщают одну и ту же историю, мы это принимаем как определенную часть, как информацию, описывающую какую-то определенную историческую картину. И вследствие этого поединка, далее этот поединок не продолжается, то есть люди под впечатлением, они сворачивают все эти события, конфликт полностью оканчивается. Вот раз момент, да, и далее что происходит? Берг-Бич, несмотря на то, что конфликт был заморожен, отправляет людей вместе с значительным количеством корма, поскольку у него было больше земли. То есть он проявляет солидарность по отношению к Вахкалу и людей, которые были с ним. И этот конфликт не только ими улаживается таким образом, но и в последующем. Вы слышали историю про то, что вот здесь вот точка, Галанчожское озеро, про то, что здесь у Галанчожского озера в 15 веке католическая миссия, которая пришла с территории современной Ингушетии, она построила там храм. В 19 веке Ипполитов, известный царский историк, этнограф, исследователь, Миллер, который занимался археологической Чечню, пришли католики, католические миссионеры, устроили свое сооружение близ Галанчожского озера на горе Мизеркуарт. И на этой горе даже там несколько ворот сделали. То есть для людей, которые идут со стороны востока, со стороны севера, запада и юга. С разных ворот они заходили. И в какой-то момент, когда присутствие этих людей стало нелицеприятным, скажем так, некомплиментарным для местного чеченского населения, вот эти предводители, Вахкал
и Берг-Бич, они объединяются и совокупными силами, с боями, с тяжелыми боями этих людей отсюда, с Галанчевского района, изгоняют. А в преданиях говорится, что это люди были щибаттел, то есть речь идет о забралах рыцарских. То есть там, представляете себе, католические миссии тогда действительно, согласно документам, распространялись до протяжения 15 века. Они были в Чертарках, они были в Кумухе, они были, то есть свои представительства у них были в Дербенте, они были распространены, и центр их был на территории Черного моря, побережья. И вот с Черного моря до Каспийского моря, от моря до моря, они имели власть, они пытались распространять католическое христианство, и Ушбали Белчи, Нохча, Хохшинтагант Эхветтина, царя Том Бин Инаха, Нохчи Чура Эрбехарыш. Вот то, что касается двух этих личностей и событий, которые с ними связаны. Ну и далее, то, что касается Берг-Бич и Элди Талат, вот у Ахмада Сулейманова, это тоже надо еще исследовать, пока что это сырые этнографические материалы, но говорится, что после того, как Байра, о котором мы вам сказали, что он ушел, не сумев восстановить государственность, которая была утрачена после смерти Хаура и Сурака, и Хаси, после него, значит, первую лидирующую роль играл Берг-Бич, появляется также фигура Элди Талта, сын того самого Элда, о котором мы говорили. Ахмад Сулейманов даже пишет о том, что у них было какое-то соперничество друг с другом. Оно и в фольклоре выражено, но ничего серьезного в том смысле, что до кровопролития это не доходило. И вот это вот у нас середина 15 века, которую мы сейчас описали. И смотрите, то, что касается уже последней четверти, конца 15 века, когда конфликты между этими людьми, они уже уходят на второй этап, и какую-то роль начинают играть уже их наследники. Воккал, и вообще род Воккала считается, что вследствие войн, а Воккал после того, как крымчане и косоги захватили плоскость, они непрерывно и Ахмар, и Воккал, и сын, кто-то считает, что он сын, кто-то утверждает иначе. Не суть важно, личность Меда, вот что нас интересует. Мед, вот эти три героя и другие тоже чеченцы, они постоянно направляются на плоскость и совершают походы против людей, которые заняли плоскость и изолировали чеченцев на плоскости. Это вот события 1450-х, 60-х, 70-х годов. Постоянно участвует в сражениях, и считается, что Воккал, его род фактически почти иссяк, вот за исключением чуть ли там ни одного сына, от которого род был восстановлен. Дальше, что мы можем еще сказать? Значит, если говорить про область Малхисты, вот мы сказали, что Берг-Бич, как человек, который после Хаура, после Сурака, после Хаси, после Байра попытался восстановить какую-то государственную систему, попытался ввести налогообложение, самое стандартное налогообложение, которое и сегодня оно фигурирует. Любое государство не может быть вообще без налогообложения. Ему стали оказывать сопротивление какие-то общества. У Ахмада Сулейманова даже приводится предание, что называется имя, когда Берг-Бич принял на себя обязательства предводителя, при, то есть это сегодня этот термин употребляется по отношению к хивсурам, а тогда под пхи имелись в виду чеченцы, которые жили в самых верховьях Аргунского ущелья, у самых истоков. Согласно Волковой, здесь чеченское население присутствовало еще до 18 века. Так вот, пхи совершили нападение на скот и увели около 100 овец у чеченца по имени Чага. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, говорится, что он был из Хилдихароевского общества. И Берг-Бича, поскольку он взял на себя эти обязательства, значит, соответствующим образом отреагировал на действия разбойников и возместил ущерб, который был нанесен этому чеченцу. То есть этих преданий их много, их надо классифицировать, вернее, их надо систематизировать, привести в соответствующую форму, найти подтверждение им в письменных источниках, использовать ДНК-исследования и так далее. Но к чему я все это говорю? Дело в том, что вот в ходе этих событий здесь в Малхисте, то есть в малхинском обществе, возникают две фигуры. Это Сек и Сепа. Сепа, кто-то говорит Сепа, разные варианты. И в преданиях сообщается, что во время очередной попытки, это касается Байра, вот еще до Берг-Бичи, я вам сказал, что был Байра, сын Сурака. Так вот, во время Байры
он попытался привлечь малхистинское общество к процедуре налогообложения. И ему оказалось сопротивление, местное население оказало сопротивление под предводительством Секка, Мелхи под именем Секки. И после того, как Бейра был вынужден отступить оттуда, после боя, который ему дали местное население, которое дало ему местное население, Мелхи избрали Секка своим предводителем. Но в итоге у него у самого появились амбиции того же самого налогообложения, и другой человек, тоже Мелхи, по имени Сепа, он уже собственным мечом Секка, сейчас я объясню, зачем это было сделано, убивает Секу, и фактически после него объявляет, что больше никаких там налогов не будет, ну вот как, все мы генералы будем, и была довольно холодца. То есть типичная родообщинная вот эта вот ситуация была восстановлена. И вот что интересно, в предании говорится, что Сепа использовал выкраденный им из дома Секки меч. Почему? Потому что тогда, согласно нашим адатам, человек, который убит своим собственным оружием, половина вины, то есть половина крови, на оружии, которым убит этот человек. А если оружие принадлежало самому убиенному, то получается, что пол вины на убитом человеке. Соответственно, тот, кто совершил это убийство, с него никто уже кровь не брал. И что касается личности, которого звали Лорс. Вот я вам сказал, что был Воккал, у него был зять Ахмар, и у Ахмара есть разные версии. По одной из версий Мед являлся сыном Ахмара. Мед был очень амбициозным человеком. Он, опять же, пользуясь вот этой ситуацией, которая развернулась в горах Чечни, также пытался распространить свое влияние. И в ходе этой деятельности ему удалось даже добиться, скажем так, своего признания на съезде, который состоялся в Царойском обществе. И у Меда, считается, был друг, которого звали Лорс. Лорс, как и все остальные чеченцы, постоянно устраивал набеги на плоскость, на кочевников или полукочевых князей, которые заняли эту равнину и не давали чеченцам спуститься на плоскость. Вот я вам сказал, что в 1452-1459 годах плоскость Чечни заняли крымские гиреи и подвластные им косоги, то есть предки кабардинцев или черкесов. Так вот, после того, как эти события прошли, с 1480-х по 1490-е годы состоялась вторая волна завоевания. Это уже непосредственные предки малокабардинских князей, поскольку их с Черного моря потеснили турки, когда турки стали завоевывать причерноморское побережье современного Краснодарского края и Абхазии. Они, вытесненные оттуда, стали перемещаться сюда и заняли вот земли вплоть до Алхасты, то есть до Сунжи и до пригородный район включительно. И вот против них активную военную деятельность вел предводитель, которого звали Лорс. Лорс также был акинского происхождения, но проживал он на территории современного Бамута, согласно преданиям. И во время одного из своих походов, уже после того, как Мед, я вам сказал, что он пытался распространить свое влияние, то есть авторитет свой и признание свое на соседнее общество, и вследствие этого конфликта он погиб вместе со своими сыновьями, остался в живых только один его внук, которого звали Сулдвенаг. И после того, как Мед погиб, соответственно, поддержка, которую он оказывал Лорсу и другим своим соплеменникам, она прекратилась, и Лорс во время очередного своего похода со своим отрядом, он через верховье Асинского ущелья должен был спуститься на равнину и совершить очередное нападение на малокабардинских князей. И во время этой очередной вылазки Лорса здесь, в Асинском ущелье, у него произошел конфликт с другой личностью, имя которой мы называть сегодня не будем. Это местный владетель был, который был скажем так, в вассальной зависимости от малокабардинских князей. И в результате поединка считается, что с Лорсом было 15 человек, с его соперником было собственных воинов, то есть местных воинов, было 7 человек, и еще 35
представителей малокабардинских князей. В этом сражении Лорс во время поединка непосредственно с этим местным владетелем был убит и опрокинут в Асинское ущелье. И вот славная страница, касающаяся личности Лорса, в принципе, вот она здесь угасает. Это был его последний поход. Это последняя четверть, конец 15 века, 1400-е годы. Есть еще очень интересная деталь. Она даже большую интригу вызывает. Вы все слышали про Мехкел. Мехкел до начала правления Тюневиса только вот один орган из себя он представлял. При Тюневисе из него выделился Мехкитышу. То есть Мехкел остался как судебный орган власти. Мехкитышу, который собирался в Майуртупе, там, в других, Центарое, он уже стал собираться как законодательный орган власти. И что интересно, вот Мехкел, он у нас находился на территории Нашха. Да? Считается, что Мехкел в Мацарое был, центр. А если говорить про верховное управление, верховную часть, верхнюю палату Мехкела, скажем так, которых называли сирами, 12 человек, они, считается, восседали на горе Эрдкорта. Вот если отсюда смотреть, приблизительно вот эта гора, по-моему, это Эрдкорта. Вот мы все знаем об этом органе. Слышали ли вы, что существовал еще один орган власти, который назывался Майстойкел? Второе его название было Дайкел. А слышали ли вы о том, что был еще и третий центр? Вот про третий центр кто-то отголосками знает выражение там Мюйтхер, там на Мюйтхер был председатель Мюйта и так далее. А вот что это за событие, с чем это связано, мало кто знает. Так вот, в период, это наш традиционный орган власти, Мехкел, да? Это власть, которая принадлежала избранным, всенародно избранным старейшинам, которые всегда представляли собой такую кульминацию чеченской национальной демократии, военно-демократическое общество. Да? Мехкел – это всегда орган, который был за равноправие, за отсутствие каких-то сильно авторитетных предводителей. То есть Мехкел постоянно, фактически конституционно ограничивал власть таких личностей, которые позднее были, таких как Тюневис, Алдемрез, Теми Биболт и так далее. Да? То есть они всегда следили за тем, чтобы у этих личностей власть была сфокусирована в термине сегодня президент. Да? Это избираемая личность. Он не имеет возможности продлить свою власть, у него нет каких-то полномочий и так далее. Мехкел всегда регулировал эти отношения. Так вот, когда вот эти фигуры, о которых мы говорили, которые пытались немножко переиграть эту ситуацию в силу той исторической ситуации, которая сложилась, вот Бергбич, Воккал, во время их противостояния в преданиях сообщается о том, что Майстойкел, о том, что он существовал, это известно из-за большого количества этнографических материалов. Майстой вообще славились тем, что они, скажем так, логикой и старым древним чеченским адатом, опираясь на эти законы, могли вообще судебные какие-то процессы вести. Раньше приводил пример, могу и сейчас привести, чтобы вы имели представление. То есть вот приходят к Майстой Келу люди, которые судятся, и сообщают о том, что вот была такая ситуация. Вот у нас пастух. Он со своей отарой овец, он кладет свой посох и на краю обрыва ложится спать. Он лег спать, и проходящий мимо него его знакомый пастух, узнав своего приятеля, подходит к нему, и для того, чтобы разбудить его, он ударяет, согласно одной из версий, ударяет своим посохом рядом с головой этого человека, своего друга. Его друг, испугавшись, проснувшись резко от этого стука, испугавшись, сваливается в этот обрыв и погибает. Это одна из версий этого предания. И вот, судящиеся встречаются в Майстойкеле, подают свое дело Майстойкел, и майстоевские предводители, судьи, вернее, подзывают самых молодых, буквально там 15-летних мальчишек, зовут их и говорят: это простое дело, вы его решите. И вот эти молодые парни, майстойцы, они начинают разбирать это дело и поступают следующим образом. Значит, кладут миску с молоком рядом и говорят пастуху, который ударил своим посохом озимь, чтобы он ударил озимь рядом с этой миской.
Он совершает эту процедуру, и молоко доходит до определенного возмущения в этой миске. И исходя из этого, они заключают, что мозг этого человека, который лежал у этого обрыва, таким же образом отреагировал, то есть и так далее, и так далее. Это одна версия. Сейчас я вам назову вторую версию, более яркую, чтобы вы почувствовали, как рассуждали эти люди. Согласно другой версии, о той же истории говорится, что когда один из пастухов шел по краю обрыва, другой, также шедший по краю обрыва, случайно обронил свой посох. И этот посох, который падал в теснину, ударился о стенку, о каменную стенку, и тот второй, испугавшись от этого испуга, он свалился в пропасть и умер. И вот когда вот эта версия говорится, когда молодые майстойцы разбирали этот вопрос, они постановили следующим образом. Одна часть вины, они разделили вину на 3 человека. Виноват посох, который издал звук, который напугал в свою очередь погибшего человека. То есть треть вины лежит на этом посохе. Еще одна треть вины лежит на пастухе, который обронил этот посох. Но еще одна треть вины лежит на погибшем, потому что он трус, испугавшийся от такого небольшого звука. И в итоге на виновнике этого убийства оказалась только треть вины, и, соответственно, его оправдали. То есть вот таких примеров их много. Я вам это объясняю, чтобы вы поняли, какой логикой пользовались майстойские судьи. И вот этот майстойский суд Берг-Бич использовал в качестве оппозиции по отношению к Мехкелу. При этом Воккал, он не может обратиться, естественно, к майстру Келу, потому что он в союзе с Берг-Бичем, и, соответственно, к Нашхойскому Келу, потому что у него тоже свои претензии по поводу того, что эти две сильные личности пытаются распределить земли, налогообложение и прочее. И, соответственно, он тоже находится по отношению к Нашхоевскому Мехкелу в оппозиции, и у него свой кел на территории Акинского общества, которое место там называется Мюйткер, и там он проводил уже свои судебные мероприятия. Там тоже у них собирались сходки, они определяли цены за продукты, какие-то боевые действия объявляли, ну и так далее. То есть обычная деятельность, в которой необходимы общественные решения. То есть вот такая вот игра у нас даже в судебно-законодательных органах власти существовала на протяжении 15 века. Вообще, если нам удастся все это расписать, картина исключительно интересная. Кого-то она вызывает возмущение, а потому что все это новые сведения. Конечно, люди, которые не привыкли к такой информации, они кто-то возмущается, кто-то наоборот удивляется. Это все этнографический материал. Очень мало письменных источников. Естественно, то, что мы утверждаем, это вовсе не стопроцентная истина. Это только тот материал сопутствующий, с которым мы сталкиваемся во время исследований. Но все это то, что мы можем использовать, то есть этнографический материал в качестве комплексного исследования с использованием письменных источников. И вот на этом примере я думаю, что основную часть повествования по героям 14-15 веков, которых мы уже всех перечислили, мы закончим. Сегодня мы провели, насколько это возможно, краткий экскурс в историю и в героику, чеченскую героику 14-15 веков. То есть это с того периода, когда уже чеченская элита была интегрирована в государственность Золотой Орды. Они принимали активное участие в военно-политических событиях до 1452 года, когда, согласно нашим исследованиям, эта государственность на территории Северного Кавказа, в частности Чечни, прекратилась, и чеченцы, изолированные очередным походом кочевников от равнины, от плоскости, были ввергнуты в глубокий, длительный, даже почти полувековой или более того, социально-экономический кризис. Мы планируем и далее продолжить наши лекции, касающиеся героев чеченского народа. Даже думаю, что следующие герои у нас будут 16 века. Там уже у нас поочередно идут и перечисленные сегодня герои, и новые герои. И я благодарю всех за то, что вы сегодня пришли, приняли участие.